Герасим Виолетта, и сейчас я вам покажу самые интересные места. Все, мы сегодня вообще-то вместе работаем. Точно! Всем привет! Меня зовут Виолетта. Меня зовут Юля. И сейчас мы находимся в самом сердце Канарского района, в селе Шихазаны. Село Шихазаны – это чудесные сады, море достопримечательностей, потрясающие, захватывающие дух виды, а также живописные пейзажи. Жители села приветливы и дружелюбны и всегда рады новым гостям. Село было основано еще в 1552 году и с тех пор не стоит на месте. Добро пожаловать! Сейчас мы подкинем монеты и узнаем, кто будет сегодня самым крутым блогером. Орел, решка. Орел! Ой, ладно, пошли. Ой, не туда. А это одна из самых главных достопримечательностей нашего сельского поселения. Этот парк был построен в этом году в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Давайте посмотрим вместе. А на этой стене памяти написана фамилия всех тех, кто ушел на фронт со всего Канарского района. Из Канарского района в годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 13 тысяч человек. Из их фотографий сделали мозаику на военную тематику. Благоустройство парка в Шихазанах жители задумали ради сохранения у потомков памяти о предках. Шихазанская школа – одна из самых старых школ в Чувашской республике. Вы только представьте, в прошлом году ей исполнилось уже 200 лет. Школа, как церковно-приходская в селе Шихазаны Цивильского уезда Казанской губернии, была открыта в 1819 году священником церкви Яковом Даниловичем Каменским. В 1934 году Шихазанская средняя школа стала образцовой. Во время войны в основном кирпичном здании находился и госпиталь. В этой школе учатся самые талантливые и творческие ребята. В 1952 году школе было присвоено имя Михаила Сеспеля, который учился в ней и был основоположником чувашской поэзии. Молочно-товарная ферма является одной из самых крупных ферм в Канарском районе. Посмотрим, кто здесь обитает. В казанской ферме на одну доярку приходится 50-55 голов крупного рогатого скота.
различные соревнования по футболу, волейболу, баскетболу. Кроме того, тут есть танцевальный и тренажерный зал. Также в КСК у нас имеется бассейн. А после активного отдыха здесь можно отдохнуть. Из архивных данных следует, что первая церковь была деревянной, но уже в 1792 году в Шахазанах построили новый храм, который теперь именуется церковью Казанской иконы Божьей Матери. И доезжая до Шахазан, можно увидеть каменную часовню и деревянный сруб. Среди молодоженов Канашского района крепнет новая традиция. Муж и жена ополаскивают лицо и руки, пьют родниковую воду, чтобы на долгие годы сохранить в семье мир да любовь. Долгое время в нашем селе не было Дома культуры, и в 2019 году он был построен. Теперь, посмотрите, сзади меня находится гордость села Шахазан. Двухэтажный культурно-досуговый центр стал настоящим местом притяжения для сельчан. В здании оборудован зрительный зал на 300 мест и просторные кабинеты для кружков и репетиций. Галет, ты знаешь, что в будущем в деревне переплюнут все лакшери-курорты? Да, я с тобой согласна. И если вы хотите отдохнуть в самом крутом месте, тогда приезжайте в Шахазаны!